как устроен бизнес Татарстана. Руфина Мукминова разберется, как работают предприятия, кто и чем занят на производстве. Это один день из жизни компании. Это погружение на 100. Здравствуйте, дорогие друзья! Время очередного погружения. И сегодня мы погружаемся в технологию, которая позволяет сохранить наши леса, но при этом производить вещи и изделия для интерьера, которые ничем не отличаются от изделий, произведенных из массива леса. Здесь у нас в Татарстане есть производитель шпанированной доски. Находится он в селе Никольское, куда мы и приехали. Это компания Тимохины деревяшки. Вот к ним на производство прямо сейчас мы отправляемся. Компания с таким оригинальным названием начала работу почти 1,5 десятка лет назад. Сегодня Тимохины деревяшки – это один из ведущих производителей шпанированной плиты, МДФ, ДСП и фанеры. За время работы здесь изучили все тонкости производства и изготовления продукции высокого качества. Дорогие друзья, я уже традиционно в униформе, значит, пришло время поработать. И рядом со мной сейчас Алик Невлюдов, это начальник производственного цеха. Вот этот вот неприметный на первый взгляд ангар, неужели там производится шпанированная доска? МДФ, поправлю вас. Да, вы правы. И не просто на станках, а очень интересных новых станках. Пойдемте. Ну, вот такие вот они люди дела. Меньше слов, больше работы. Алик, вот все начинается здесь, да? Да, именно так, вы правы. Смотрите, здесь вот мы видим с вами, это шпон. Что такое шпон, да? Мы знаем, дерево, кругляк. Вот как раз из этого кругляка получаются тонкие листочки. Но они бывают 0,6, также и бывает 1,5 миллиметровой толщины, видите, на ощупь. Да, то бишь воздействие. Да. Для того, чтобы сделать качественную плиту, да, покрыть ее шпоном, нужно что сделать? Данная гильотина прирубает сразу с двух сторон. То бишь здесь получается везде одинаковая ширина. Может быть, вы попробуете? Да, конечно, я с удовольствием поработаю. Это лазерный станок для резки шпона. За одну операцию обрезаются обе кромки, что дает идеальный стык рубашки шпона. Далее станок на кромку шпона наносит тонкий равномерный слой клея. Процесс нанесения автоматизирован различными датчиками. Это позволяет получить равномерность соединения полос шпона и, как результат, сплошное полотно из натурального шпона дерева толщиной всего 0,6 мм. Представляете, какое количество деревьев это позволяет сохранить? Сегодня просто уникальный выпуск, потому что я не просто работаю на каком-то одном участке, а мне доверили попробовать себя на каждом, чтобы прямо вот от начала и до самого конца произвести эту шпанированную доску. А это современный станок продольного склеивания. Все, что нужно сделать, это правильно положить листочки на транспортер. Станок автоматически склеивает их в рубашку, встроенная гильотина прорубает по выставленным размерам точную ее ширину и укладывает в стопку. Этот станок производит до 500 рубашек в смену. Здорово! Моя первая рубашка шпона готова. Давайте посмотрим, что получилось. А вот этот процесс уже посложнее. На древесную плиту наносится специальный клей тонким слоем. Затем на нее накладывается рубашка и приклеивается путем горячего прессования под давлением. Затем плиту, облицованную натуральным шпоном, шлифуют на шлифовальном станке, где установлены сенсоры точной шлифовки. Вот чтобы вот такой вот кусок МДФ выглядел как настоящее дерево, как кусок дерева, наносит кромку. Делается это все на оборудование буквально за несколько минут. Какая у нас получилась красивая кромка, и теперь уже выглядит как такой цельный доска из цельного дерева. Готовая продукция тщательно упаковывается, обматывается стрейч-пленкой и стягивается лентами. Хранится на стадии готовой продукции для дальнейшей отправки клиентам. В производстве шпанированной плиты Тимохины деревяшки сумели завоевать лидерские позиции в России и странах СНГ. Но на этом компания останавливаться не собирается. Впереди амбициозные планы.
На сегодняшний момент пока делаем фасады, полуфабрикат, не доводим с финиш-отделкой. Вот, но у нас есть как бы планы строить новые здания и, соответственно, развиваться в плане готовой продукции. Я имею в виду это корпусная мебель и тому подобное. И вот этот станок непосредственно нам будет помогать в этом. Данный станок — это ЧПУ, новейший ЧПУ, которое укомплектовано абсолютно всеми возможностями на сегодняшний день. Да? Этот станок нужен для того, чтобы изготавливать, как мы ранее говорили, мебель. Он полностью автоматизирован. МДФ ложится на подъемный стол, и дальше станок все делает сам. Также эти все листы пачки ложатся погрузчиком. Один оператор выполняет абсолютно все работы. Буквально через минуту мы запускаем станок, и данный станок сделает для вас подарок. О, ничего себе, что это за подарок? Увидите сами. Интересно. Пробуем. В течение года планируется построить новый цех производства мебели. Благо возможностей и сил на это достаточно. Главный секрет успеха бизнеса – это люди. Дружный коллектив, нацеленный на результат, плечом к плечу трудится здесь уже много лет. Оттого и такое высокое качество продукции, о котором не стыдно сказать. Это сделано в Татарстане. Дорогие друзья, на этом наше погружение в работу компании Тимохина Деревяшки подошло к концу. Эту шпанированную плиту мы самостоятельно изготовили. Мы даже видели, как наносился вот этот вот логотип наш, да, ТНВ Татарстан. Если вы хотите пересмотреть этот выпуск, это можно сделать в наших социальных сетях, а контакты производства я оставляю здесь. Увидимся ровно через неделю и пока-пока!